«Теперь работа пойдет», — подумал Эдгар Гувер, когда его 29-летнего юриста назначили директором бюро расследований. Это раньше его дразнили Шустрым, то ли намекая на его прошлое, малолетний Эдгар работал разносчиком в лавочке, то ли за его сбивчивую пулеметную речь. Скоро у каждого, кто хотел посмеяться над новым директором, улыбка примерзла к зубам. Он мог в раз уволить агента за малейший промах, например, за нежелание сбрить усы. А своими успехами в ловле красных радикалов, а их тогда в Америке было, он быстро завоевал доверие правительства и сверхполномочия. Бюро вскрывало частную переписку, прослушивало телефоны и депортировало каждого, кто хоть отдаленно напоминал агитатора. И это в стране, где право на частную жизнь – любимая священная корова. Что делать? Америка смертельно боялась революции. А после того, как с помощью меченых долларов, дактилоскопии и эксперта по столярным изделиям был найден похититель малолетнего Линдберга, агенты бюро получили право носить оружие. Но не стрелки были коньком Гувера, а научный метод. Деньги для создания лабораторий нужно было заслужить. И помогли этому мафиози. Разжиревшие на сухом законе, они обнаглели настолько, что, ощетинившись пулеметами, стали королями мегаполисов. Это было время, когда гремели такие имена, как Лаки Лучано и Аль Капоне. Даже мэром Луизианы был мафиози по имени Хью Лонг. Полицейские были бессильны перед новыми хозяевами страны. Но тут пришли агенты, прекрасно вооруженные и обученные, а главное – неподкупные. В Федеральном бюро расследования должностей просто так не давали. Их надо было добыть в бою. И началась война, за которой с восторгом следил народ. Они искали и находили, всаживали пули, сажали за решетку и на электрический стул. Скоро мальчишки во дворах играли не в гангстеров, а в агентов ФБР. Они стали героями комиксов. Их фото печатали даже на пачках с хлопьями. Но как же не дать денег таким героям? Нынче из конторы, в которой работало 600 человек, бюро превратилось в монстра с 35 тысячами сотрудников и бюджетом в 8 миллиардов долларов. В их лабораториях есть все, даже ядерный реактор. Они спасли страну от коммунизма и мафии. Но все же ФБР – странное образование на теле американской демократии. За 37 лет правления Гувер составил тайное досье на всех и вся и стал серым кардиналом звездно-полосатого мира. Его боялись даже президенты. Нет никаких доказательств, что федералы стоят за убийствами Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, опасных для США людей, по мнению Гувера. Но это время в истории Америки до сих пор называют трудным. Методы ФБР спорны. Мало того, они станут опасными для всех, если попадут в руки мерзавца, предателя или сумасшедшего. Гувер, как никто, понимал это. Общество, которое ничем не интересуется и не выносит уроков из прошлого, обречено. Мы никогда не должны забывать свою историю. Мы никогда не должны терять бдительности.